Үтө күнүнен саха сире бүгүн эмие бу чепперге Success Together бары бирге сетиге корпорация партнердара саха серигер бәбит түрәбит тылбытынан ыйтар ылжыттаах түһүлгеден эфир бытын бүгүн эмие сагалыйбыт. Ол курдуоттон амастан туха эмие сунуннартан кырдык сагалым. Бу ый хэттис, ахсыз, тохсус күннәригер Иркутской Кураккоттон улахан тирәһен болан аста биһиги президент Андрей Артурович Шаура тыыннаах көрсүтүтэ олонно бараннар болсака хериттен улахан хамаанда тиен онно барын үөренен хүлэлэн келле онто битэһик партията бүгүн келбик болуктаахтар эбитер аяннаан иһэр болуктаахтар диэкка ононтон бу субботага 14 чыгылага сака херин үрдүнен элбэх улууска onu tahanan bu kiyim kurapıtıgar Jokускайга улахан презентациялар ытыллыктара бу Иркутскайга баран кели терчитинен уонна боллагана тон хыла хуруга диен бу ый эмие хүрбе бири сүрбе 2 күннергер биһиги наставник пыт сахабыт сирин бу туха командатын наставнига Николай Турушев бәйтинен бу саха сиргер диен келен эмие туха тренинг ытыктак хөп олонно боллагана тон бары тутуспутунан бу туакка тон төһөкыларынан төһөкыктаакпытынан диакка бу кайыскага туаксайдым келин бу кайыскага тон хитигиллях болом оннан тон инним хоту барым кахандагын оңорбутокпун бу оңором диен бәте туспа сыллах соруктак кихи бар боллаган тон бу маннык тутугени төлө тутпак боллага ди сөп хитигирдик онно тон иненен боллагана тон хүрбе 1 хүрбе 2 жыгыны той өбүтүяр хатан ки бие хайын онна бу манна тон туха элбек болон хылай улахан сааланы диякка орагайы толорор курдук үлеле хайын хамсы хайын улустан той делегациялар аяннан тиеллере эбите боллар диен бага хана Хитирдик онон боллагана то бу күннерге 14 жыгылага мин тобем өдүрбүнен тааттага Борогонго, туха намулугар, туха горнайга, бүлүге, үһэ бүлүге, инже презентациялар болар тураллар. Жонну көтүппеккегет кулубура бу үрдүттен улуска үрдүттен олоро жоннор сылжаңы тоттон бәгатиереме туханы ылыакка тиен багаханалаахпын. Хөп оннон бу ылжыттаах түһүлге битигер кас чеппирай биэха хаңыттан саңа сонун дьоннор киирен иһэллэр онун таханан кулубура бу иннине эмиэ кыттыбыт буолан баран элбэх киһи интериэһин тарпыт дьоннор эмиэ иккистään үһүстään эмиэ киирэллэр ол курдук буолагана борустой дьон болбатаах туоха опуттаах тиэххэ бу хайыскага бу корпорацияга келен үлэлээн хамсаан бээлерин дурубуорун көрүнэн аңин туоха ситихини ылбыт кыргыттар киирэллэр өссөөр дьон киирэлэбите буолар өссөчүгэй буолуу хата диэхха онтон кетэһэбит туоха багар биремит туоха каханара биһи улсабытырыми күнтүгэ диэби курдугда хөп туоха биремит эркиһэме киирэн бу манна бээтин тугун хитихитин кепсиэн дьоҥҥо көмө буолар диэн сөп ону этен туран боллааны туохтиэн том борустуой маннык көрдөкка чеппирае бу маннык эфир ылылар курдук буолан баран хөп элбэх миһаныахпар элбэх киһи бу мантан туха ылар буолуохтаах сөп уонна бээтин менеджерин да булар буолуохтаах бу мантан той тергип буолана колору бээлерин улустарыгар киниэха киирбик киһи кимтен сүбэма ылбык киһи иҥин диэн олорор дьоннор колобура туха манна киирбик колобура хайар улустан киирбик улустары höpти бэһэн хааллагана ол киһини булан туха италахан киниттен сүбэма ылан менеджер оҥостон диэби курдук хэп онноттон улахан улахан сыгыла соруга диэн буолар бу биһиги биэрибит туха дьоҥҥо көмөлөһүү олаата буоллагана туха менэх болбакка туохтиэхпини дьон сыыһата суох уонна түргэнник уонна туха табыгастаахтык уонна туха онтон туха табыгастаахтык киир боллаган диэһэ бу туохка кайыскага ылсалларгар көмө болуу диэн хэп онноттон туохкас бидди продукция туохка тухалаагын инен токлору бу ту академияга хыджар дьон онтон хин удумаалтабыт тиэхка иненан боллаган оттон манна киирен бу кыттар туох партнердар ту амбассадордар диэхка хэп онна лидердер онтон эһиги дүргэнник чепчекитик онна туоха табыгастаахтык
бу сыгата суохтук тиэх хами сүлүнэ бу корпорация келен холбура тугар хитигер эхиэха терех буолар ылла хорутаах бу эфир бунан буоллаганоттон туоха кирен манна көрөн холору менеджер бу буджаннар бар буоллаккатноттон үчүгэй диэхха онтон хаңа киирбиттер бигиновичоктар динаактыыбыт сөп киирбиттер эмиэ холобура маннык көстүбүлэри көрөҥүт бэҕатигер höптөөх маннык туоха опуттаах туох элбэх сылман үлэлээбэ хамсаабыт эбитер буоллагана киирен ута актыынайдык диэхха хөп манна туоха ылсан эрэр менеджерлерге түбэһэргитигер диэн инник тиэн туран оттон бүөҥү ылжыппын баһаар туоха кепсим кини болонтон биһиэхэ бу туох корпорациятыгар келен эмиэ бээтин кылаатын киллери хыджар киһи диэхха тоойыха элбэх киһи холобура эти чааттарга эгин холобура кинни группага киллерин бөлөкка киллерин сүбэ ама ылыы диэхха тоойы диэтерги кини буоллаганы бээтэ идетинен быраас онно бу биһиги туох клинический биһиги туохпут бу клинический туох бар берберкени ааспыт клеточный питаниялар бутун киирен үөрэтен туоха составын ырытан бу киниэхэ тахсан кору сүбэ ама ылар дьоннорго туоха үрдээх бээтэ эми көмөлөһө олорор диэххэ киһи Анна Дмитриевна Андреева кини бүгүн биһиэхэ киириэҕэ кини буолна Благомед туох клиника генеральный директора терапевт брас онон туох брас буоларан быһыытынан оттон туоха бу биһиге эггебитигер туоха биһиги бу клеточный питание бутыгар холбура дьон холбура доруйбуйта тупсар эбит буоллаган отто кини хаамайыттан онно чугас бээтэ бээтин эддете буоллага ди инник тиэн туран Анна Дмитриевна холбоноргар ыҥырыахха билигин онтон туоха бээтин сүбэтин аматын билиитин көрүүтүн эһиэхэ үллэстие Раба. Добрый вечер. Спасибо, Татьяна, что приглашаете постоянно на такие онлайн-встречи, потому что у меня такое кредо, да, то, что я изучаю, то, что я знаю, доводить до людей. Человек осознанно начинает что-то принимать, чем-то лечиться, что-то кушать, да, когда он знает механизм действия. Например, даже вот если врачи таблетки назначают, если человек не знает механизм его действия, да, он же не принимает один-два раза выпил таблетку, не помогает и все бросил. Такое же часто бывает, да. Часто. Поэтому я начала изучать нашу продукцию нашей компании, да, из-за того, что я учусь дополнительно еще на врача по интегративной медицине. Там изучается все, начиная от лекарств, заканчивая тем, что как мы дышим, чем мы дышим, и как все это происходит на биохимическом уровне внутри организма человека. Считается, что с 1935 года все врачи, буквально все, должны иметь интегративный подход к пациентам. Интегративный подход – это индивидуальный подход. То есть не будет стандартного лечения, не будет шаблонного лечения, да? Это будет учитываться индивидуальность организма, образ жизни, образ питания, о том даже как человек одевается и как он кушает, как он родился. Все это будет учитываться. Вот, надеемся, что с 1935 года у нас больного населения станет гораздо меньше. Вот. Я начала учиться и как раз познакомилась с этой продукцией, с этой компанией и начала изучать продукцию именно на биохимическом уровне. Что они содержат, что они вызывают, заходя в организм, какие реакции происходят и как происходит, вот, например, излечение, да? Сахарный диабет. Очень много случаев, когда именно на неоинулине люди сахар снижают очень даже хорошо. Они даже сходят со своих таблеток. Вот. И я решила это изучать и доводить до людей. Я свой номер даю, чтобы на WhatsApp писали, спрашивали, если нужна консультация.
Но хочу предупредить, что я не обязана этого делать, потому что были случаи, когда с меня прямо требовали, что это моя обязанность кому-то что-то доказывать, отвечать. Нет, это не моя обязанность. Просто я хочу, чтобы люди знали. Для этого я выступаю, для этого я изучаю. Я могу, например, изучать только для себя, никому ничего не рассказывая. Но я хочу, чтобы люди знали то, что знаю я. Тогда человек осознанно будет все это принимать, будет рассказывать людям. Люди будут заходить в эту компанию, уже зная, что у них будет, не только по отзывам, да, вот ему помогло, значит, и мне должно помочь. Он похудел, значит, и я похудею. Нет, индивидуальность организма есть. Если человек на неоинулине одном похудеет, например, на 15 килограмм один человек, да, за один месяц, а второй человек на неоинулине, он не похудеет, потому что у него совсем другой обмен веществ. Поэтому надо все учитывать. Как я и обещала, в своей клинике я открываю кабинет. Уже заключили договор с лабораторией. И первая ласточка пошла. Я сама сдала анализы на внутрискрининг. И через 14 дней приходит результат. И я хочу на себе вот сперва попробовать, да, изучить себя, свой организм, чего мне не хватает. Я же тоже кушаю вот продукцию «Наш успех вместе». И на базе него, что у меня происходит в организме, хочу узнать. Вот. Через 6 месяцев я опять сдам на внутрискрининг, да, и я уже посмотрю там, как в деле действует. Ну, я же хочу свои хронические заболевания вылечить. Я хочу, чтобы у меня никаких других болячек не должно быть, да, которые могут развиться по мере того, как по образу моей жизни, по образу моего питания. Если кто-то заинтересуется, тоже можете подойти, сдать. Мы заключили договор с лабораторией Helix. И если вы, я скажу, что мы цены гораздо ниже сделали, чем в Helix. Сдадите анализы, через 2 недели получаете результат, и если захотите, можете взять консультацию у меня. Но это уже будет платная услуга, так как это будет платный кабинет в клинике. Вот, немножко вот реклама, да. Там еще и другие есть. Онкоскрининги есть для мужчин, для женщин. Очень хорошая программа. Потом с консультацией будет. Так, сегодня что я хочу рассказать, да? Ну вот, я вот подумала, все говорят дигидрокверцетин, вот, надо пить антиоксиданты, чтобы не было всяких заболеваний, нужно излечиваться. А как вот действует антиоксидант, скорее всего, никто не знает. Я в этом уверена, что, медики есть, они, конечно, знают, а вот обычные люди, население не знают. Да, дигидрокверцетин на данный момент это один из самых сильных антиоксидантов во всем мире. А что такое антиоксидант? Это вещества, которые обезвреживают свободные радикалы. Свободные радикалы, такое слово вы тоже слышали. А это что такое? А это вот нестабильные такие частицы, которые имеют только один электрон. И чтобы стабилизироваться, он отнимает электрон у нашей нормальной клетки. И что с клеткой происходит? Она повреждается, и она начинает плохо работать, мутировать, и может даже погибнуть. Вот из-за этого и происходят наши болезни, всякие болячки, патологии, да? Где-то шум очень мешает, где-то фоном звук мешает где-то у кого-то. Вот такая ценная информация, и это самое некачественно, идет. Никто не включил микрофон. Все закрыты. Все микрофоны закрыты. Пожалуйста, микрофон гутон колбаман. Это очень ценная информация. Ну вот, свободные радикалы, вот
такое слово вы тоже слышали, да? Свободные радикалы, они входят в наш организм извне. Это, во-первых, ультрафиолетовые лучи Солнца. В последние годы, десятилетия, да, все ученые говорят, что ультрафиолетовые лучи стали сильнее, поэтому врачи рекомендуют, у кого много родинок, у кого большие родинки и у кого красные родинки, не лежать, не загорать под лучами солнца, прикрывать тело хлопчатобумажной тканью легкой. Это вот из-за этого, из-за того, что ультрафиолетовые лучи, они стали сильнее. Плюс радиация и плохая экология. А это из-за чего происходит? Из-за того, что промышленность растет у нас, развивается очень даже быстро. Даже если у них есть защитные средства, да, вот, чтобы окружающую среду не загрязнять, все равно загрязняется вода. Если вода загрязняется, то и почва загрязняется. Если почва загрязняется и вода загрязняется, это значит, все растения, все животные, которые у нас есть, они тоже мутируют, начинают мутировать. У них тоже мутации в органах, обмен веществ тоже нарушается. То, что вот мы кушаем, да, и вот одними из них это неправильное питание, которое вот свободные радикалы проходят в наш организм. И также свободные радикалы, они могут образовываться в нашем организме. Об этом многие не знают, просто знают, что свободные радикалы вот извне, из плохой, из-за экологии, там, из-за питания все говорят. А то, что вырабатывается в нашем организме, этого, скорее всего, никто и не говорит об этом, вырабатывают наши митохондрии. Я как-то рассказывала, да, про митохондрии. Наверное, уже не помнят. Митохондрии – это органеллы в нашей клетке. Считается, что вообще митохондрии, они были раньше отдельной клеткой, потому что они имеют, это единственная органелла в нашей клетке, которая имеет генетическую информацию. И эта генетическая информация передается по линии матери. То есть митохондрия, она, когда делится, она передает свою информацию дочерней только по материнской линии. Отцовская сюда не входит. А вот ядерный геном клетки, она берет информацию и от отца, и от матери, например, да, и при делении информацию от обеих родителей передает. Вот. Митохондрии, как вы все знаете, из курса биологии, анатомии человека со школ, это энергетический центр нашего организма. Сейчас на митохондрии очень много оказывают внимание из-за того, что считается, что митохондрия это, как сказать-то, чем больше митохондрий, активных митохондрий в организме, тем здоровее человек и тем остается, молодым человек, не стареет. Если у вас митохондрии быстрее изнашиваются, если их мало, то человек быстрее начинает болеть и быстрее начинает стареть. Вот такая теория есть, и она внедрена уже в стандартную медицину. Сейчас такое модное словечко есть, антиэйджинговая программа. У нас в Якутске тоже есть. Вот эта антиэйджинговая программа, она основана вот на митохондриальной дисфункции. Если дисфункция идет в митохондрии, то человек быстрее стареет и быстрее подвержен различным заболеваниям. Вот. И когда митохондрия очень хорошо питается, когда получает в питании все то, что ей надо для нормальной жизнедеятельности, она вырабатывает именно то количество энергии, да, которое нужно для организма для нормальной жизнедеятельности. А если она питание недополучает или получает питание свыше того, что ей предназначено, она может так питаться, переедать тоже как человек, то начинается дисфункция ее. Она повреждается, она начинает мутировать, она изматывается. И на фоне него
именно на фоне изматывания митохондрий у нас начинаются и болезни. То есть измотанная митохондрия, да, она начинает вырабатывать очень много свободных радикалов. Поэтому вот мы говорим, да, вот наше питание, то, что вот успех вместе, это очень сбалансировано. То есть питание у нас дается достаточно для того, чтобы митохондрия у нас нормально функционировала и вырабатывала то количество энергии, которое нужно именно для человека, да, для нормальной жизнедеятельности. А дигидрокверцетин в то же время, он блокирует свободные радикалы, где вот, например, есть у человека хроническое заболевание, и там митохондрии, они нестабильно работают, больше вырабатывают свободных радикалов. Дигидрокверцетин, он в организм у нас входит и начинает блокировать вот эти вот свободные радикалы. И тем самым человек, митохондрия выздоравливает, восстанавливается, она восстанавливается, и уже начинает нормально жизнедеятельность свою, да, начинает функционировать нормально. И тем самым человек вот выздоравливает. Вот есть механизм выздоровления всех практически болячек на фоне именно вот одной органеллы нашей, да, в клетке, это вот митохондрии. Важная информация, да? Да. Скорее Прямо как в всего, школе вы, как да, все ну, да, я достоверно хочу, все чтобы люди передается. знали, да, что именно на фоне чего они выздоравливают. Не на фоне того, что вот витамин группы В, D, там, кальций, калий, они вошли в организм, встроились в механизм в обмен веществ, там биохимические, конечно, реакции идут, и на фоне него вот человек выздоравливает. Нет, это вот на уровне клетки я вам рассказываю, на уровне именно митохондрий. Потому что считается, что митохондрия – это центр того, что человек может заболеть всякими болезнями, онкоболезнями. И на него сейчас очень много внимания обращают. И поэтому я хочу, чтобы обычное население об этом знало. Об этом знают медики. Но даже не все медики знают об этом, потому что это надо следить за тем, чтобы какие публикации на этот счет выходят, да, какие теории выдвигаются, какие опровержения берут, а какие, наоборот, выдвигаются вперед и начинают их рассматривать вот со стороны, например, медицины, ученых. Вот, поэтому я хотела сегодня об этом рассказать. У нас очень хорошая органелла есть, митохондрия, так что ее любим, уважаем, ее питаем правильно. И вот вкратце я показала то, что наша компания сбалансированно так сделала свою продукцию, что именно и на это действует, и на другое действует, да. И еще в целом, конечно, вот витамины, микро-макронутриенты, они, да, они встраиваются в общие реакции организма, и тем самым тоже улучшают обмен веществ, и человек тоже вот сахар снижается, гипертония проходит. Вот. Значит, мы примерно по-якутски правильно объясняем, оказывается. Манликтивити хахалы бутухтен. Бу биги бу дигидрокверцетиннах продукция вот не бит, он о биги хакиран хобра биги клеткалар бу здоровый боланнар организм вот беетин көннүстөр тахамыгар тиерди. Да. Правильно? Я Значит, более углубленно рассказала. да. Вот. Значит, правильно мы все объясняем, оказывается. Вот, и там еще в группах спрашивали, да, про питание. Я еще хочу рассказать про мясо растительное, новшество, Ну, давайте. которое здесь. Интересно, да. Но растительное мясо... Мясо. Даже не выговаривается. Растительное мясо, как бы само по себе, как врач, я, например, знаю, да, что это же белок. Животный белок, он лучше усваивается организмом, чем растительный белок. Животный белок, у него есть все 9 аминокислот, которые нужны организму, чтобы он нормально функционировал. А в растительном белке всех аминокислот нет. То есть на основании этой теории можно сказать, что животный белок
нельзя полностью заменить на растительный белок. Но если человек, принимая растительный белок и зная, какая кислоты там не хватает, да, он может вот эту вот аминокислоту из другой пищи, из другого растения кушать. То есть восполнять в этот организм. Вот на этом фоне полностью заменить животный белок возможно. В то же время жирные кислоты именно вот животного происхождения, они нам нужны. Поэтому полностью отказываться от мяса, я думаю, не стоит. Да, растительный белок можно кушать. Растительное мясо, да, мясо. Для вот диабетиков это же спасение, по-моему. Для диабетиков. Для диабетиков, да, вот можно. Просто пока информации же нету про растительное мясо. Когда информации будет больше, я посмотрю там механизм действия, его содержание, как он будет действовать. Скорее всего, может быть сбалансировано. Они добавили именно все эти аминокислоты, которые содержатся в животном белке. Но насчет жирных кислот, я вот думаю, что все равно нам и генетически, да, как бы у нас предрасположенность именно к животным белкам. Поэтому полностью отказываться я, например, не советую. Даже если вы будете кушать растительное мясо, пожалуйста, кушайте. Это, скорее всего, очень вкусно. Потому что... А так вот балансировать-то тоже можно же как-то. Сбалансировать, да, можно. Потому что например, мы организм каждый у нас... вечер, вот каждый день же кушаем, да, мясо. Она этот раз уже как бы один день там растительное мясо, потом Да, вот можно. живот. Вот Да. так, наверное. Потому что все-таки очень много гипотез, что кушая именно животный белок, человек подвергается онкострессу, онкостресс в организме, да, запускается механизм онкологии. Но как бы изучая всю литературу, которую я читала, очень много я читала, я бы не сказала, что это именно из-за мяса у нас, из-за того, что мы жирное мясо, жирную рыбу кушаем, из-за этого онкология. Нет, это все в купе. Потому что онкоклетки у нас у каждого есть, но не у каждого же развивается. Генетическая предрасположенность есть. И у нас очень хорошая продукция, это Т-98, сквален, омега. Вот эти H2O. H2O, да, они именно вот не доводят организм до активации онкоклеток. Даже есть какая-то предрасположенность, то как бы не доводится организм до активации, да. И поэтому даже вот есть теория среди врачей, что человек должен умереть именно от онкологии. Есть такая теория. Она уже давно выдвинута, но она не развивается из-за того, что очень многие ученые против этой теории. Человек не должен, а так как те, которые за онкологию, да, что человек должен умереть именно от онкологии, они говорят, если изначально вот онкоклетки, они есть в организме, они должны развиться. Для чего-то они есть. Вот. Я, например, как бы сказать, для чего-то, скорее всего, в ходе эволюции это другие клетки у нас переросли в онкоклетки и содержатся в нашем организме. И поэтому вот принимая профилактически вот нашу продукцию, да, человек, скорее всего, не доведет себя до онкологии, будет предохранять себя. Очень советую всем периодически принимать их, потому что онкологии очень много становится. Уже можно ездить по населенным пунктам, да, где у нас есть хоть маленькие, но артели, вот горнорудные компании маленькие, их маленьких очень много, они растут как грибы. Можно ездить по этим населенным пунктам, собирать амбулаторные карты,
за 5 лет, да, одного того же человека. И можно, наверное, уже научную работу писать по этим, по онкологии, по бронхиальной астме, по заболеваниям суставов, именно то, что промышленность так на нас действует. А вот население, которое, живя там, принимало бы такую же продукцию, они бы предохраняли бы себя от этих свободных радикалов, потому что это же свободные радикалы, это вот митохондрии наши нарушаются. Из-за этого дисфункция митохондрий, это и ведет же к нашим заболеваниям системным. А аутоиммунных заболеваний очень много. Это тоже на фоне нарушения функции митохондрии идет. Поэтому я рекомендую прям профилактически принимать именно вот воду можно постоянно принимать. Детям вместо соков это очень вкусно же. Вкусно, приятно. Сквален, Т98, омега. Почему-то все прямо ищут только Т98. Аналоги же есть. Тоже от онкологии профилактика. Воду постоянно пейте, пожалуйста. Еще про воду, да, хочу сказать, что в организме у нас, конечно, идет окислительные процессы сейчас из-за того, что у нас питание плохое, даже экология, и питание у нас полусинтетическое, да, но у нас в каждом организме свой pH. То есть у нас, например, весь организм, не все тут кислое. У нас, например, в желудке должна быть кислая среда, чтобы пища начала расщепляться. Пища расщепляется, потом идет в двенадцатиперстный кишечник, кишку, и там у нас уже щелочная среда. То есть расщепленная пища там уже начинает всасываться. Далее в кишечнике идет дальнейшее всасывание, да. Вот, и поэтому в общем целом говорят, что идет окисление, да, окислительных реакций вот на фоне этих свободных радикалов много. А вода не именно вот заходит в организм и его кислотность восстанавливает. Нет, это на фоне реакций, химических реакций идет восстановление pH всего организма. Где должно быть окисление, там окисление, он окисляет еще, чтобы до нормального окисления, до нормальной pH было. А где щелочная среда, там чуть-чуть окисление, например, идет у человека, да, брожение в животе, там нестабильный стул, дисбактериоз, дисбиоз. А вода входит туда в ходе химических реакций, она восстанавливает щелочную среду. Это не она сама заходит туда, и pH сразу начинает меняться. Нет, это вот в ходе химических реакций. Это я вот понимаю из сообщений, которые люди пишут в WhatsApp-группах. Просто у меня нет времени там сидеть и всем рассказывать. Я думала, вот на этой встрече вот буду рассказывать то, что больную тему у людей, что они могут узнать, ну, чтобы интересно было. Я же не люблю повторяться, я на каждой встрече стараюсь все новое рассказывать, чтобы людям было интересно. Она опять то же самое расскажет, я не буду заходить, скажет. Нет, чтобы интересно было слушать и что-то новое для себя услышать, задавать вопросы, которые вас интересуют. По мере возможности я буду отвечать. По мере иногда, когда на WhatsApp пишут, я отвечаю с опозданием, но я нахожу время все-таки хоть ночью, хоть под утро, но я пишу ответы. Вот. Ну, на этом у меня пока все. Чайтлар килехкади. Андан древна волна сахалы өйдүр чөйдик саңарак яқаның кутамакат полана пор. Ну, сахалы даны итлар гитин берин дияққа. Мне просто легче рассказывать на русском, потому что на якутский переводить медицинские термины мне трудно. Я все равно буду переходить на русский. Можете задавать на якутском, я на якутском говорю. Я якутка. Сепсерки мехаитылага ген хашуе туеттинги тихлобарати научный үлехөр юкка хаптемет бу биги продукция утыр чакчы кекетен көрен баран колбара бу маннык бу продукцияны хебит жоннор кайдактары
Онна бу продукцияны тухамма дьон келен кайдактары дентеңнен Вот. чакчы научный да үле хуругук булдuk эбитте. Мгм. Ну Это бахар вот, маннан не это туакка вот начиная с этого года, Мгм. там 3 года минимум. Ла. Да. Мгм. За 3 года вот анализ туттаран, берберкелен, обследуйдан, Мгм. холобра, Мгм. на каком уровне гиделариден. Бастан, конечно, все Мгм. на одном уровне болохтарах, ну, Мгм. плюс-минус. Монтан уже те, которые на клеточном питании, и те, которые на обычном питании. Мгм. Онтон эти биопродукциялар битен себит жоннар химбир анализтерин тупсар дибетте. Конечно, Интенде көстөрдү холобра маннык да. туга урут холобра ана урк анализтер хайдагай, бидин анализтер хайдагай. Оны бири Мгм. өрөн көтөн бабалдар жохлору мантык бут тупсут, мантык чөй болбут, мантык бакая битенди. Онан А химбир то вот результат обмен берер. веществ, да, обмен веществ улучшается, и, конечно, анализы тоже улучшаются. Анализы, они показывают именно состояние организма же. Оннор улахан күстәк гыргы җаһаҗыр жоннар эмия холобра результат багытналар ди. Мгм. Холобра эти лучевой тугу ылаҗыр жоннар химиотерапия ылаҗыр жоннар холобра биле Мгм. нахагыр хан ылалар эбит жон эти тугу процедура Да, на ахалар эбит. ага. Онтон бие продукция Здравствуйте. Наша продукция повышает иммунитет, Мгм. защитную функцию организма повышает, Мгм. они легче переносят. Здравствуйте. Мен именно Здравствуйте. ити бопургунан итарганмын. Эдер кыз кылбыр тух түт тугу астагади химиотерапияны. Онны буллагана үтүр дакпытте. Үтүрдүт. Оны тугу хен хабик кини билеген Т-98 хох боллагана. Онна оны бир бэм өттүттүм просто акпын. Я джавын мен ол кине оны тугу хәҗер. Кыймбәте. Женской. Эти бумен. Оны кайдагы хияктагы кылбыр. Кине женскайдан тугу бардаги астагади. Онна мен буланы женской дигәвинди. Оны ачыктыгын агай. Кыгым мен нечер ачыктыгын агай. Токтан ол болой. Оны кайдак оны кыйыктын виду кайдак кана бузуйду. Именно ол бумен оны уре хевди. Пока. Че. Антон, питание какое? Тугу рекомендую давдым. День-ночь. Оны хөбләвәтә тамтанын баста. А так питание бутын буланы нормально гыр. Простое. Ох. Бумен. Нет. Утром, днем, вечером полноценный еду. Полноценно уркатын хыбыт. Нормально простое. Антон буманы буллагана утром, оны вечером день принимает гиджер. Вместе с пищей, да? До пищи. Ох. После пищи. Адан кини билин билбеппин чөйдик чолкайын иппатагам. Мен буллагана перед едой за несколько час потом ем. Были то рекомендации выданы. Но все-таки она рамон им дальби тыгыр. Активный. До обеда. День-ночь пока елик. Кыз полана испытала. День-ночь это базовые. День-ночь, когда начинаете принимать, именно это же вот питание, это начинает питать клетки, и начинается первый процесс восстановления клеток. На фоне него можно принимать другие продукции. Те, кто занимается спортом, кто много ходит, кто любит шоколадки, может шоколад еще кушать. Это протеин, батончик, он очень вкусный, прям как настоящий шоколад. А базовые это день-ночь. На фоне него надо принимать другие. Вот, например, утром встали, да, попили стакан теплой воды, и минут где-то через 5 принимаете день.
То есть теплую воду вы принимаете для того, чтобы раскрылись, начался обмен веществ, чтобы организм проснулся. И когда вы день, ночь кушаете всю продукцию, вы же во рту кушаете, жуете все. Конечно. Только тогда вот 98% они сразу в организм попадают. А если когда сразу все сглатываете, это через желудочно-кишечный тракт идет. Он всасывается, но не все всасывается, потому что через желудочно-кишечный тракт не все всасывается, и энное количество выводится из организма. Через печень, через почки, через кишечник. Поэтому рекомендуется как можно дольше во рту держать, прям смаковать. Под языком у нас находятся очень большие вены, и когда вы держите во рту, тогда как внутривенное действие лекарств. Например, вот когда гипертоникам, у кого давление высокое, таблетку же дают под язык. И говорят, посидите 15 минут, потом зайдете, перемерим. Через 15-30 минут заходит, давление снижается. Это вот таблетки сразу всасываются под языком через вены и начинают сразу действовать. Также и наша продукция, если вы его правильно вот принимаете, то они начинают действовать сразу. Хорошо. А Здравствуйте. вот, насчет первого вопроса, что сейчас ей лучше принимать Вместо после Т-98, Ага. если она переносит омегу, воду, пожалуйста, сквален, пожалуйста. Сквален, он же почти заменяет же, да? Еще Да, на женские действует, по-моему, да? На все действует. Они не только, у них нет именно вот направленного действия, они на весь организм действуют. Плюс Вумен еще восстанавливает гормональный фон, не только женский гормональный фон, а общий. Например, вот даже щитовидку. Даже щитовидку вот излечивает. Узлы уходят, аутоиммунный тиреоидит уходит. Это вот на фоне того, что именно восстановление идет. А восстановление у нас именно начинается день-ночь с питания. День ночи волнан эбихат ихтернан, то их базовый. Это базовое, это обязательно. Он эти хаддеры дебеттер жонен били точно ылхатылар жонна били катчыларын тийбетин ден темага ковра. Т-98 как бы это против этого, да? Олихим бара Т-98, Т-98, а эффекты вместе с вот днем и ночью 9 курдук, да? Ага, все начинается с базы, день-ночь, именно с питания. Если вы питаетесь правильно, если вы начинаете питать свои клетки правильно, в том количестве, если клетки ваши начинают принимать пищу в том количестве, да, эта пища, это для них это микро-макронутриенты, витамины, именно в том количестве, в котором они нуждаются, они восстанавливаются, они начинают восстанавливаться вот на фоне даже митохондрии. Я вам показала, как начинает восстанавливаться именно вот митохондрии, и энергетический баланс в организме, он восстанавливается. Если энергетический баланс восстанавливается, то и весь организм восстанавливается. На фоне дня, вот день и ночь, можно принимать другую продукцию. Другая продукция без дня и ночи, конечно, может действовать, но меньше. Эффект будет меньше. Потому что все начинается с питания. Даже вот в обычной жизни, кто хочет похудеть, сперва на питание же внимание обращает. Правильное питание. Также здесь. Вот, например, гипертоники, да, таблетку принимают, но если они в это же время соленую пищу кушают шоколадки тоннами там, у них все равно холестерин высокий будет, давление высокое будет. Несмотря на таблетки. Поэтому все начинается с базы. Антон Здравствуйте, можно вопрос, да? Ага. Беременным можно день и ночь? Беременным можно.
Даже, скорее всего, нужно за двоих. Ну, не за двоих, не двойную дозу, а обычную дозу. Никакого, такого побочного действия у них нету, потому что это натуральные препараты, натуральная продукция, которая именно встраивается в организм. Это не химические таблетки, которые мы принимаем, одно лечим, а другое калечим. Они именно не встраиваются же, они именно вот лечат эти таблетки. А наша продукция, она встраивается в организм и тем самым восстанавливает, обмен веществ в организме, и тем самым человек выздоравливает. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Күйттен сухой сөтелге тугу ihe қойби. Тоққа? Күйстер сухой сөтелге кашель тугу ihe. А таблетки принимаете, да? Какие-то? О. Ата мин була тох били куртагым гылжар болан нианулин хайжамсе, онна ты 98 хайжабын. Оны билим булан күйстер пагайы сухой сөтел кирде слиз пагота келер. Он той бір тугу хөби ден той. День ночи хатта? Хо, голо иелик бине. Кедровитин можно. День, ночь, ехал надо, все-таки базовый, он на кедровитин. Кедровитин именно тох, хвойный тох, чубай так отхаркивает это, плюс еще есть такое упражнение, где хасада турагыт, теплую воду пьете, кедровитин булана имеет свойство успокаивать седативные функции, поэтому от него вы можете спать. Если вы на больничном, то кедровитин можете по две жевательные капсулы принимать 2 раза в день. Он успокаивающим действием обладает. А если вы работаете и болеете, то на ночь кедровитин. Он очень хорошо. Утром просыпаетесь, стакан теплой воды пьете, встаете, где ребра заканчиваются, там постукивание делаете. После того, как кедровитин скушаете. Постукивание делаете, и это очень хорошо начинает отхаркивать. То, что вот скапливается, из-за этого у вас сильный кашель. Из-за того, что мокрота не выходит. Вот так полный тараш. Вот это все тахарен надо. Значит, там есть продукция. Плюс очищение идет. Плюс антивирус. Можно принимать черный тмин. Лата кинене хобл гамайгын нырбатакта. Хобылды или асмаға кублыярка муткурдук болбатакта. Оннук болар де холобара. Мен хобылла асмалак болан этинник ситуацияны билебинди. Это возможно так? Потом, может, очищение идет, Анна? Очищение, да, олону тахарен надо. Все-таки это постоянно, если мокрота выводится, значит, она продуцируется в организме. Ударная доза егенна. Нианулин испитым же... Еще можно вопрос, да? Анна, добрый вечер, Виктория Бенсон Тартан. Бу мен киргеним тоғыраман нектирди. Вечер истахпина нахатулетты вынтюндирди. У него же почки. Что делать? Он уже не принимает, говорит очень... Он день пьет, то 98 мы пьем много, а вечер он не хочет, говорит... Он дук болар, что ли, или у него такое что-то такое? Ты 98, да? Ночь 98 он пьет в день, и день тоже пьет, а ночь он не хочет пить. Говорит, он дук, что ли, Амадаган? Растыра было, если у него дискомфорт есть, пусть не принимает ночь. Хорошо, понятно, все, спасибо. Спасибо. Онтон туох ночью было теллер де туох биле маннык туох биле туох атёгы снимай дары маннык кайыр уун тахарыр ди. Он беспокоится ночью, несколько раз стою, говорит, поэтому тоже, видать, у него дискомфорт. Пусть пока не пьет, он там потом поговорим, где Виктория. Хорошо, спасибо, спасибо. Миха возник вопрос бәбәр хәбәй әйәхә. Туохтен, билеваннык туоха
Амастан үссе ихеңинне бәғын расынықтақын не унилин ихенден. Хеп организмын растан баран бу продукциялы истеккені өссө эффект неден. Правильно? Вместе, мне кажется, надо начать день, ночь и не... Ага, вот день, ночь, ага, он эти не унилин ихен организмын маннык растан баран де маннык туха эти колбара точечно барыхкын хеп по болезни. Ага. Потому что мы живем на севере, где из-за этого у нас загрязнение желудочно-кишечного тракта, всяких болезней, гастритов, там, эрозии очень много. Дисбактериозов очень много. Люди даже не знают, что у них есть дисбактериоз, просто вот покушали что-то, да, у них живот бурчит, урчит, метеоризм, но они на это не обращают внимания, это, видимо, из-за пищи дилер, и ходят. А это вот признаки дисбактериоза, да? И чтобы этот, как сказать там, дисбактериоз кишечника, это и есть начало заболеваний ген. Поэтому в тот раз, когда выступала, я тоже говорила, да? Когда я выступаю, я всегда говорю, надо начинать день-ночь и неоинулин, потому что он восстанавливает желудочно-кишечный тракт, восстанавливает микрофлору кишечника, да? И восстанавливает именно вот начинает восстанавливать обменные процессы именно вот желудочно-кишечного тракта. Желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, кишечник, желудок и во рту тоже. Вот у кого стоматиты есть, у них тоже помогает. Плюс антивирус, античихчихки. Поэтому неоинулин вообще без даже вопросов там не надо. День-ночь тоже. Они стандарты. Просто вопрос в том, кто может пить длительный день, а кто может периодически, а кто может один раз в год, например. Это от организма зависит. Да? Здравствуйте. Галина Винтох. Бир онкологиялах кыз бар хеп. Жордан хастах. 2 жыл болды. Тух рак груди болбуда. Түйін бұспыттыра, қиме бұғалбыта. Онтон тоқ тебіттір. Уколылар хеп кені білем месешіне кәлбәден көрдік. Қас ұяй уколылар, онына үсігі бейді туғара системетінлар. Оны мен мана аха дем кәпсәдағым де. Оны тоқ күттанар кені ол месешінем кәлін қалы дед. Потому что мен бұл аға меніне климаксты хүджі бұтым. 6 ай. Оны бұл аға бұттала месешінем шөбәті кәлер болды. Оны кені онтон күттанар. Оны кені еқа можно ду или қайта. Вумен да. Это بالباتم خنقة день ночь хотя бы истин الله это хатыбна. День ночь 198. Оны кини куттанар биле месячнем келен калды иден. Есть бисен. Келе хода. Мен эти именно туго биле президентский набор ахам бар бупар калбита. День ночь не нули на мега батон. Каждый организм индивидуален. Не. Если у кого-то что-то есть, что-то случилось, это не факт, что это случится с другим организмом. Хотя если она боится, а потом, если что-то случится, она будет тебя обвинять. Ольга Милана, можно просто 98. На базе лечения. Лечение не останавливать. Сеп, можно еще вопрос, да? Насчет воды хочу спросить. H2O, ол болдан қолыбыр шылычной ди, оны бие күні бұғы ихебит. Он кустахпут было у нас кислая же среда, да? Из-за этого и так кислотности мало, да, и оно и щелочной убут тут там кислотным дойдет. Вот этот вопрос меня интересует. Как я объясняла, эта вода вот сама по себе содалах у испекудук был батах. Содалах у, например, входит в желудок и гасит кислотность. Тех, у кого повышенная кислотность, раньше, наверное, так лечились. Эта вода не так действует. Эта вода встраивается в организм именно в биохимические реакции, и тем самым она
восстанавливает именно pH, которая должна быть в каждом органе до его нормы. Половой желудок кислый болох тахтен. А это не гашеная сода, чтобы туда кирем баран хайыр курдук. Нет. Очоны буланы туакка ахлыкка перевариванияга уролу ойнябыт буллагади. Переваривание тоже она встраивается именно в химические реакции. И во время еды тоже можно пить, да, тогда? Да, можно. Но правильнее пить это после еды. Вообще воду правильно пить после еды. Тогда переваривание пищи хорошо идет. Любую воду. Через некоторое время после еды, да? Да. Бастан сухую кушает. Ну, человек вообще за полчаса воду пьет, потом кушает, и где-то минут через 15-20, когда воду пьет, тогда у каждого человека, даже кто не питается, вот обычной пищей, которой питаются, да, у них пищеварение улучшается. Спасибо. Здравствуйте. Меня Итавын. Бу бир партнерым билан день ночь бутыгы. Он сирайбе пятналар таксан кәлдер диш. Оны билан мен элбәхут истерәкне элбәхуны кайын спеппин диксеп. Оны не унерген истаганы хайдаган не унерген хеметич. Истин, наоборот, это хорошо. То, что вот пятнами покрылись, да, это наоборот хорошо. Это говорит о том, что организм проснулся, он реагирует. Нет? Конечно, сейчас нельзя говорить, что есть шлаки в организме деньги. Это неправильно с медицинской точки зрения, но подкожной тох кимбир кипиер бихеха, токсиндареген мусталлар, олар такаллар, растаналлар. Поэтому кожные проявления бывают. Это наоборот хорошо. Антон, день добьянен тахарар, да? День тонизирует душ, ольген тахарен хеф. У кого есть гипертония, на фоне таблеток и яхтахтар. Таблетки никогда не отменяйте сразу. Антон, арай день спеканар ночи хесер тахайда? Антон, день именно күнү быха хыджан биле необходимое количество энергии ларгариген онна действует дурден. А ночь поллагана у него действие другое. Он совсем другим действием кайба. Олеген ночь тенатырба. Күн утуйдуннар спокойно. Если болевые синдромы есть, он кайыр температура, ну тюхеререген день, барты седативный тохтах. А день это наоборот тонизирующее действие. Поэтому если у кого гипертония, пожалуйста, на фоне таблеток. Спасибо. Анна, мен Роза, привет. Көрі, мен боллағына қағанда атағым испетаға хеп, отеков никогда не было таковых, а вдруг то у меня ноги начали отекать уже, сейчас скажу, как бы соврать, около месяца. Я стала принимать Т-98, я сейчас в городе нахожусь, Иркутской габаран кәлбіппер, атағым өссейен кәлі, отек, но я думаю, это куруга так потыттан хедер бытыгар эбленне быгылах тебин. От чего отек? От Т-98 может быть. Он принимает дан эререм уже месяц полоди. А как после него началось-то? Курдук, ага. Хаддара Т-98 и хэппин кытта оннук мяха кычыйдык уже. Оннуктар мануктар биллен кирен бар быттара. До этого я Т-98 РАТ принимала только по одной штуке, а я тут начала их принимать по одной 3 раза. Зачем? Потому что воллана хайдара отомехоннук причина бар, мен обследование ангеногенону подтвердиханнардым. Олга Намаран сейчас об этом рано говорить рано. Но все, анализы хорошие у меня. Материалы брали
Цитология. Охуака. Да гистология мүчүгай, олгынан баран доброкачественно хеммир бар ден. Хепте. Олгынан баран, ну, еще я токтота дебен, мен билеген через 3 месяца калявин ден. Тептори обследования. Роза, он так Вот. кардиовитин? Кардиовитин пью я уже давно. Но я Дозировка? кардиовитин пью каждый день уже давно по две. 2 раза в день по 1 штуке. 2 раза в день. Увеличь дозировку кардиовитина, потому что Т-98 все-таки рекомендуется с кардиовитином же принимать. Да, я знаю, я это прекрасно знаю. Олата мен билеген үстебен по 2 капсулы Т, волна кардиовитин, чтобы отек снимать, тоже 3 канавын, да? Т-98 надо тебе, если добро, уменьшать дозировку по 2-2 раза. И кардиовитин тоже по 2-2 раза. Хорошо. Ага, я поняла. Добро, мене. Зарядка же есть, Шаура? Меня бегатом уровень. Это я всю жизнь делаю зарядку. Ну, то, что вот постукивает, да, это лимфатическую систему. Да, лимфоузлы. Это обязательно вот на фоне этой зарядки делать. Постукивание качественное. Берем до дехпина, у меня почки нормальные, я же анализы сдавала, вот. Не знаю, чего они натекать стали. Никогда такого не было. Может, у меня в ногах проблема какая-то есть, в лимфоузлах действительно. Он только им боллагына кая бутаду. Лимфоузлы у меня бо токпуттан ылбыттыр, гистология бо биопсияны. Монивуттан он нормальный, но есть. Уруккуттан бар ол. Это говорит о том, что реакция в лимфатической системе пошла, поэтому... Вот. Правильно, правильно говорите. Мен сана барите Т-98 лимфоузеллар бын каянетинник отек сайда быхылага такпар. Растыр. Лимфатическая система, это что за система? Это система, которая очищает наш организм. Все шлаки организма выходят не только через печень, почки, да, и через кишечник. Они в основном выходят через лимфатическую систему. Поэтому, когда горло болит, когда вот ангина идет, челюстные лимфоузлы увеличиваются. Это они, вот лимфоузлы, они впитывают в себя все токсины из гноя, поэтому они увеличиваются. И тем самым они начинают активизировать иммунитет наш, поэтому человек излечивается. Көмеймин бартыгы денерерде ол көмейм бу маннык туттакпана ыртыяр ол точно лимфоузеллар бын тытанеребит Т-98. Ура! Значит, он уже нашел мои проблемные места. Просто уменьшить дозу и кардиовитин увеличить, и все. Короче, иккилииннен иккитехебин батта. Иккеннерин. Мақтал, таптал. Здравствуйте, мен вопрос тақпын. Здравствуйте. Мен боллағына давление лақпын сөп, оны боллағына давлением боллағына